что ж, давайте посмотрим на работу сборной Лаоса. Ну и вот прибыли лаосские танкисты на выполнение огневой задачи. Произошла смена выполнения огневых задач на 3-м и 4-м круге по решению главного судьи соревнований. И сейчас лаосская сборная загружает боеприпасы. Начал движение танк Мьянмы. Устранили задержку, докладывают самостоятельно. Ну, мишень-то счастливая. Мишень счастливая, в нее уже Мьянма попадала. И вот он выстрел. Но промах. Один штрафной круг Мьянма зарабатывает. Итак, вторая мишень появится через несколько мгновений. Также на экранах и красная мишень. Имитирующая вертолеты противотанковое орудие для сборной Лаоса. Продолжает ведение стрельбы. Командир танка лаосской сборной капитан Хтин Аунчо. И вновь заряжает пулемет. Есть еще боеприпасы. Есть чем стрелять. Мимо кургана славы проносится экипаж сборной Вьетнама. 4-й круг у вьетнамской сборной. Это лидеры заезда. Это те танкисты, кто имеет самые большие шансы на победу в танковом биатлоне, друзья мои. Во 2-м дивизионе выстрел Мьянма. Промах. Второй штрафной круг. И 3-й выстрел. Но 3 выстрела оказались безрезультатными. И придется команде пойти на штрафные круги. Итак, таджикская сборная продолжает ведение огня. Устранили также задержку и допустили промах. Команда Лаоса пройдет 2 штрафных круга. Так, сборная Таджикистана. Еще один выстрел. Последний боеприпас остается. Внимание, в поле 1800 метров. Друзья, вот сейчас вот, позвольте уж выразиться, сердце кровью обливается, как сильно хотелось бы, чтобы Таджикистан попал в эту цель. Остановились. Да, явно сегодня не день таджикской сборной. Как говорится, встав не с той ноги, не удается поразить мишень и продемонстрировать все свои умения. Все, чему научились. Я думаю, конечно же, будут сделаны серьезные выводы и на работу над ошибками. Делятся постоянно опытом тренеры сборных между друг другом, той методикой подготовки своих команд. Очень интересно, конечно же, знать методику подготовки лаосской сборной. Сборной Вьетнама, которые осуществили очень серьезный скачок в этом году. Огромный скачок. И, безусловно, команды первого дивизиона Беларусь, Казахстан, Россия, Китай с удовольствием делятся опытом. Вчера состоялась церемония обмена подарками. Вчера был очень яркий, красочный день, церемония награждения в индивидуальном зачете танкистов. Я напомню, что 1-2 место выстрел, 3-й таджикской сборной промах и 3 штрафных круга. В индивидуальном зачете в первом дивизионе 1-е и 2-е место заняли экипажи Российской Федерации, 3-е место у экипажа Китайской Народной Республики. Во 2-м дивизионе 1-е и 2-е место заняли экипажи Таджикистана, а 3-е место у экипажа Южной Осетии. Ну а сейчас идет борьба за кубок танкового биатлона во 2-м дивизионе. Сборная Лаоса на штрафном круге. 2 штрафных круга. Так, сборная Таджикистана будет направлена на штрафные дистанции, на прохождение штрафных кругов на левом фланге поля танкового биатлона, трассы танкового биатлона, потому что в данный момент на правом штрафном круге уже 2 танка проходят штрафные круги. И это сборная Лаоса и сборная
Пока 11 из 24 целей поражены. И вьетнамская сборная готовится вести огонь. Еще 3 мишени у Вьетнама, поэтому могут вырваться вперед и по результативности стрельбы. Лаосская сборная на данный момент сейчас на третьем круге команда Лаоса 11 из 24 поразили. Впереди еще 2 мишени, также может улучшить свои показатели. Мьянма 4 из 24. Пока второй круг, у Мьянмы еще аж 5 мишеней впереди будут представлены для стрельбы. Пока сборная Лаоса проходит препятствие круг, осторожно, не впрыгивая в него, а осторожно скатываясь и выходя на противоположный берег. Немного освежитесь, так сказать. Обмыв борта танка, яркий, прекрасный красавец Т-72Б3 под управлением механика-водителя лейтенанта Суксана Тукалонга продолжает движение по трассе конкурса. Третий экипаж на третьем круге. Время 2 часа 5 минут. Так, пока посмотрим на результаты полуфинала. Мьянма показала лучший результат в полуфинале. 2:18:04. Будет ли побит рекорд полуфинала в финале на полубиатлона? Второго дивизиона пока неизвестно. Но шансы очень высоки на то, что это сделает сборная Вьетнама. На данный момент вьетнамская сборная загружает боеприпасы. Лаос будет выполнять на четвертом круге огневую задачу по поражению танков противника. Фланговая стрельба. Осталась лаосской сборной. Вьетнам 1 час 44. Таджикистан, прошу прощения. Таджикистан сейчас синий танк пронесся мимо кургана славы. И это был первый круг завершен. Таджикская сборная отправился на второй сейчас экипаж. Итак, движение по участку, выделенному для фланговой стрельбы. Выстрел! Вьетнам! Есть цель! Внимание, вторая мишень в поле. Ведет поиск цели. Фан Аньтуан. Ну что ж, Фан, это твой звездный час. Все болельщики Вьетнама, я думаю, без исключения сейчас смотрят эту трансляцию. Пока промах. С первой справился, вторая мишень не поражена и третья мишень в поле. 1800 метров. Лаос 2 часа 7 минут. Немного отстают от вьетнамской сборной. На второй позиции идет сейчас Лаос. И вот он, третий выстрел, долгожданный и результативный. Есть цель. 2 мишени поражены, один лишь штрафной круг придется пройти и отправиться к финишу, победе в финале танкового биатлона. Все шансы в руках Вьетнама. Нужно реализовывать. Вперед, Вьетнам! Вперед к победе! И вперед в первый дивизион в 2021 году. Итак, один штрафной круг, всего лишь навсего 500 метров. Стрельбу вел старший лейтенант Фан Антуан. Экипаж продолжает движение. Сейчас вся надежда на механика-водителя Нгуена Тиен Чиена, старшего лейтенанта, который за рычагами боевой машины. Повтор стрельбы экипажа Вьетнама. Первый выстрел. Результат великолепный. Второй выстрел, к сожалению, не удалось поразить мишень. Но и это третий, по всей видимости, третий нам показывает. Да, друзья, показали нам в повторе результативные выстрелы. Первый и третий, ну а второй снаряд ушел мимо. Но тем не менее, вот он, этот штрафной круг. Всего лишь навсего 1 минутка. И экипаж продолжит движение по основной трассе конкурса. Посмотрите на счастливые лица. Довольные лица, конечно же, болельщиков. Ну и тренерского штаба команды Вьетнам. Социалистическая республика Вьетнам впервые принимает участие в танковом биатлоне. Большой палец вверх поднимает старший тренер команды. Радости, конечно же, нет предела. Те эмоции, которые царят сейчас здесь, на Судейской вышке, безусловно, и мы поддерживаем вьетнамскую сборную и рады их выступлению, яркому биатлону и яркому празднику для болельщиков, который подарила сегодня команда здесь, на полигоне Алания. Итак, Мьянма
пока продолжает идти на третьей строчке. 2 часа 9 минут 55 секунд, 16 минут 19 секунд. Отставание от вьетнамской сборной. Экипаж Таджикистана докладывает о готовности к ведению огня из зенитного пулемета «Курт» по мишени номер 25 и номер 11. У Таджикистана второй круг. Впереди еще одна огневая задача. Поражение мишени номер 9 и скоростной круг 4 таджикской сборной. Ну что ж, мишень пули. Можно открывать огонь. И есть попадание! Друзья мои, груз плеч попадает сейчас по 25-й мишени командир танка Никрус Адинабеков. Еще одна мишень по огневой задаче справа представлена. Это мишень номер 11. Так, внимательно. Заряжает пулемет. Что-то загрузка боеприпасов, что-то не так получилось-то. Приходится перекладывать сейчас пулеметную ленту. 20 боеприпасов выделяется каждому экипажу. Это в соответствии с правилами, ни больше, ни меньше. Но спокойно, с чистым сердцем, с чистой совестью, с яркой радостью приближается к финишу сборная Вьетнама. Есть попадание, Таджикистан. Есть 11-я мишень. Можно сбрасывать сейчас пулеметную ленту и отправляться по трассе конкурса. Зацепил одним боеприпасом внизу. Да, есть поражение. Цель поражена. Не надо будет заходить Таджикистану на штрафные круги. При выполнении задачи второго круга. Впереди еще одна огневая задача. Мы очень желаем Таджикистану также справиться с 9-ми мишенями на следующем круге. Ну что ж, вьетнамская сборная финиширует во втором дивизионе танкового биатлона в финале конкурса. Победителями 2020 года. Считанные метры для финиша. Вьетнам – это победа. Это чемпионы второго дивизиона, которые отправляются участвовать в танковом биатлоне 2021 года. Первый высший дивизион танкового биатлона. Ура! Победа! Вьетнамская сборная.